Победил якут-герой, врагу позволил перед смертью попрощаться. Так поступает только настоящий человек. Настоящий человек. Всем привет! Сегодня у нас вот обзор вот такого презента от меня Андрею. Так, ну начнем с ножа, традиционно. Нож тут такой, 95 Х18 с точенным долом, 14 сантиметров. И это тоже вместе с больстером 14 сантиметров. Такой нож. Вот. Ножны натуральная кожа в коричневом стиле. Ручная прошивка. Внутри деревяшка со сквозным отверстием. Вот это вот бирюк называется, да? Узел. Узел вот. Видно, нет. Вот он. Еще запаял. Ну, то есть иголку туда и здесь запаял. Ну, чтобы снаружи не было видно. Я все ножи так делаю. Ремешок такой. Тут ни одного как его? Ну, где-то дырочки. Раз и два. Хитрый узел. Простенький, хитренький узел. Ну, вдел, обернул, еще раз вдел. Вот такой. Здесь вот урок горного барана Чубуку, нашего северного, с руническими заклинаниями. Аегытын ареллатын, еяхсетин энгардестин. То бишь это Творец, который приводит человека в этот мир, из мира невидимого, из темноты, поэтому черный цвет, и потом красный цвет. Да? У нас даже есть понятие красный ребенок, ну, который только родился. Сам первый раз в жизни вдыхает воздух в себя, тын называется, и тыннах, это живой, типа, с воздухом. Этот воздух мы потом отдаем обратно. Так, они работают в тандеме. Один всегда, ну, как хлыстом, тыш-тыш, подгоняет в правильные места по судьбе. Может и вообще понадавать. Ну, от этого и идет одна и та же ошибка у людей. Допустим, кто-то много бухает и все время бухает под разными причинами. Кто-то много дерется. Вот проблема, да, конфликт. У него всегда конфликт. Пока он не решит. Вот работа этого Творца. Ну, учит. А вот второй Творец Еяхсеть. Она прав ты, не прав ты, всегда оберегает. Вот на иконах есть такая икона старая. Не все эти новоделы, да, каляки-маляки, а старая. Вот руки так держит. И здесь, ну, стрелы бывают, там, или ножи нарисованные. Семистрельная называется. И там внутри вот ребенок ее вот так держит, бабушка. Богородица семистрельная, по-моему, так называется. Вот. И тут тоже вот знаки ЮН. Молись вообще-то. Или ЮН, изобилие. Один в одну сторону, другой в другую сторону. Так, кстати, на иконах, на древних тоже так нарисовано. Ну, руки сделаны так, и такие видимые-невидимые такие линии есть. Ладно, это мы хотел магию рассказать и что-то заболтался. Вот такой вот нож ему будет. Точильное приспособление. Ну, еще сделал пару запасных там. Там, может, кому-то он раздаст. Ему оберег. Я сам такой ношу. Вот у меня тут висит пока что. Такой
Он с виду такое чудо-чудовище. Это у нас... У меня там тоже вот висит сейчас. Это у нас сор, ворон. И 3 вот шаманы, кузнецы и белые маги. 6-й уровень развития человека. Алтыс будет по-якутски. Алтыс — это буквальный перевод: соприкасайся, будущий в среде, приобщаясь. Вот одним словом. И еще и 6-й. Так, 6-й уровень. Ну, такой перевод. Тут игра слов. И вот 6-й уровень развития человека. Вот предки и творцы. Если разум будет пробивать под покровительством сор, ворон. Сор — это вообще тоже игра слов. Там дрова, ну как не дрова, бревно. Кору же отделяем топором. Вот это вот действие называется сор. Рубить. И вот сор. Ворон тоже сор. И ну, тот, кто умер там, сору моголам, типа, путь не прорубил. Уруби путь, типа такой. Вот тут парень четко пробил себе, прорубил путь свой. И если на таком уровне ему, ну как раз у него разум пробился, у него интуиция открылась, там, сны, не сны у него там. И такой оберег должен способствовать на следующий уровень. Вступить ему, он, наверное, там преподавателем, инструктором будет. Хорош уже там в пекло лезть. Ну, из таких соображений делаю ему такой подарочек. Ну и такой вот оберег чистящий. Он чистит там злые языки, там законы подлости, там и так далее. Такой ему дам. Вот это вот все наши божества. Как-нибудь в других сериях расскажу. А пока у нас вот такой мой презент. Завтра буду встречаться с ним и отдам. И насчет дола. Вот. Почему такой, да? Он сам выбрал, короче. Я ему через видеозвонок показывал, какой хочешь. Вот это он сам выбрал глазом. Ну, тут тоже такая философия, типа там не всегда помыть можно. Тряпочкой прошелся, он чистый. Дизентерии ничего не будет. Ну, с таких соображений. Так что тоже мотайте на ус. Бывают и такие. Ну, тут его понятно же, да? Его надо с водой мыть. И так далее. Всего хорошего. Заказывайте хорошие качественные ножи у якутских мастеров. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. И всего хорошего. Что движет человеком, когда рядом солдат и друг убит, и понимаешь, ты следующий волю всю вжимая, ты нож в руке зажав, идешь в атаку, понимая, победа будет за ним. И жизнь и смерть это решают. Якута русская душа в истоках родом человечна, но жажда жизни высока, и рвет зубами он, скрывая вены, зубами волчьими клыками в кровавой схватке. Он победил, якут-герой, врагу позволил перед смертью попрощаться. Так поступает только настоящий человек. Настоящий человек. И враг шептал: прощай, якут. Ответил: прощаюсь.
Брат! Якута — северный народ, суровый русский, охотники, воины с пеленок, и русский дух в них наружу рвется. Ведь дед еще советский бил нацистов, и так якут за жизнь и смерть лишь бился. Он победил, не оставляя выбор. Сильнейший побеждает не всегда, все чаще побеждает вера. Якута — русская душа, в истоках родом человечна, но жажда жизни высока и рвет зубами, вскрывая вены, зубами волчьими клыками. В кровавой схватке он победил, якут-герой. Врагу позволил перед смертью попрощаться. Так поступает только настоящий человек. Только настоящий человек. И враг шептал ему «прощай», а он ответил «прощай, брат». Ответил «прощай».